Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгінгі біздің келіп отырған жеріміз Қостанай облысында Федоровка ауданының Камышиный Чандак деген ауылында орналасқан производство имущественный комплекс ТО Тұрарға келіп отырмыз. Осы жерде осыша комплекс егін және мал шаруашылығымен айналысады. Соны біздің ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өндірістік микробиологияның казбиосил препаратымен қолданады. Соны қыстық малының азығын синаж және силосты қалай дайындайтын өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Енді құрметті қазақстандықтар, осы келіп отқан комплекс, производство имущественный комплекс Тұрардың басшысы Оспанов Қайрат Бақытжанұлына келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум аға. Енді аға, өзіңіздің комплексіңіз жайлы қандай бағытта жұмыс жасайсыздар, сол жайлы айтып өтсеңіздер, біздің компанияның препараты казбиосилды қалай қолданып жатсыздар, пайдасы, жағыда қандай техникаларыңызбен қолданасыз, сол жайлы айтып көрсетіп өтсеңіз бізге. Мы начали работать в 1997 году. На сегодняшний день имеем где-то 21 тысячу гектар земли. Часть земель мы используем как бы для производства растениеводческой продукции, то есть зерновые, зернобобовые, масличные. И часть земель используем под кормовые. И кормовые, понятно, там фуражи, ячмень, овес, там зерносмеси. И часть земель используем для выращивания разных культур на сенаж и кукурузы на силос. Кукурузы на силос и кукурузы на зерно. Да. Вот, сіздердің сол обработка жасайтын техникаларыңыз ғой? Да. Вот сенаж и кукурузы силос вот заготавливаем комбайнами Ягуар, компании Класс, Ягуар марки 860. Ну, вообще это один из лучших комбайнов вообще в мире. Вообще такой комбайн, он поставляется в 150 стран мира. Я вот очень много тоже по всему миру ездил, и вот где бы ни был, очень часто встречаете именно комбайны и в Америке, и в Европе, и везде. Очень много. То есть в чем, как бы, наверное, его основной такой это самое, то есть у него барабан, то есть, имеет такую систему, которая называется corn cracket. Corn cracket. Он вот это зерно, что на сенаж, на сенаж мы заготавливаем злаково-бобовые смеси. И что на сенаж, что кукурузу на силос, именно когда идет уборка, он это зерно плющит, получается, плющеное зерно получается. И плюс очень мелко нарезает, нарезка очень мелко, может резать длину от 3 мм до 3 мм. То есть измельчает очень-очень мелко. Ну, если как бы сравнивать или приводить в сравнение, допустим, вот, вот эта масса, она получается, ну, как бы измельченная такая, да? Вот мы с вами тоже, когда кушаем, допустим, можно взять просто кусок мяса и кушать. Но все равно оно будет как бы перерабатываться в нашем желудке не так долго, да? Или можно через мясорубку это мясо пропустить, измельчить, да? И кушать. То есть усваиваться будет легко, да? Ну, это простой. Так же для животного, да? Да, также и для животных. То есть усвояемость будет лучше, в принципе, и соответственно и продуктивность тоже будет как бы лучше, да. Плюс у этого комбайна есть тоже такое устройство, то есть как бы консервант мы вливаем, у него есть специальная емкость, туда заливаем консервант, емкость это где-то на 300 литров, и он во время уборки сразу, то есть как бы попадает этот консервант в массу, то есть эта масса сразу, вот консервант попадает именно в эту массу заготавливаемую, и получается это консервант попадает именно равномерно, то есть очень равномерно. И поэтому качество корма получается очень хорошее, в принципе. Получается, ішінде полный уже шөпті орып келе жатып, обработканы бірге жасап, уже дайын продукты уже алып шығады, да? Да. Рахмет. Енді бұдан да басқа қандай техникада, қандай әдістермен қолданасыздар?
Енді, вот когда на сенаж мы убираем, понятно, кукурузу на силос, у него есть кукурузная жатка. Алдынан көрсетейік. Мынау подборщик именно для заготовки сенажа. Сенаж. У него ширина 3,6 метра. 3,6 метра. Для него мы специально делаем двойные волки. 3,6 метра. Для него мы делаем специально двойные волки самоходными жатками Макдон. Одна жатка, она где-то примерно получается 11 метров ширина. 11 и 11, 22 метра. Сонда үлкен волок-то не так. Сол двойной волок, вмещается в этот, как бы в подборщик. Потому что ширина 3,6 метров, да. И тогда у него... Да. И поэтому получается у него производительность очень высокая. Значит, мы такими комбайнами заготавливаем от 750 минимум, в зависимости от урожая, до 1000 тонн в сутки или в смену, будем говорить, в смену. Онда получается бұл деген адамның күшінде жаңа уақытын да экономить етеді, или үлкен аумақта бірақ жинап шығатын. Да. Сол жағынан ыңғайлы, ең ыңғайлы техниканың бірі. Біз вот эти сенажные силосные ямы, одна яма у нас на 5000 тонн. На 5000 тонн. Вот эти 5000 тонн мы заготавливаем за 3 дня. За 3 дня 5000 тонн. 5000 тонн за 3 дня. Потому что заготовка что сенажа, что силоса надо быстро заготавливать. И потом мы закатываем и накрываем пленкой. Онда бізде көргенбіз, аралап жүрген Алматы облысында да бар шаруашылықтар, бірақ олар жаңа 5-6 тонналық жаңағы силосный яманы сіздер сияқты бір күнде дедіңіз ба? Олар деген апталап жүреді екен. Техниканы тоже, техникаға байланысты ғой. Чем техника жақсы болса, уақыты да үнемдеп и как бы сроки да бәрі қысқартады. Екі ягуар это минимум. Енді биыл кішкене урожайность немножко слабая, но все равно даже по 750 тонн каждый. Вот двумя убираем 1500 тонн в день заготавливаем. То есть 3 дня 4500. 3, максимум 4 дня 5000 тонн яма заготавливается. Я вот говорил, что мы начали работать в 1997 году и занимались в основном это продукцией только растеневодства у нас было. Но в планах у нас было как бы занятие животноводством, и в 2004 году начали заниматься животноводством. Первые вот старые фермы мы восстановили, потому что они тоже были разрушены, все восстановили, закупили бычков на откорм. Потом вырастили, продали, вместо них купили телочек. Но телочек все покупали здесь на месте. Но сразу изначально как бы брали, их искусственно осеменяли. Семя брали американское. Какой породы? Ну, мы покупали телочек чернопестрых, а семя быков уже искусственно осеменяли галштинами. Да, делали галштинизацию. И начали строить в 2006 году первый доильный зал. Вот мы запустили в январе 2007 года. Мы запустили первый доильный зал, елочка 2 по 16. И вот эти телочки начали у нас телиться, мы там доили. И к 2007 году, 2008 году уже мы где-то порядка 500 голов доили. И в январе 2007 года елочку запустили. И летом 2007 года мы начали строить вот этот большой комплекс. Значит, комплекс этот с доильным залом «Карусель» на 1200 дойных коров. Да, на 1200 дойных коров. Вот, ну, доильный зал здесь стоит у нас «Карусель». Коровники по 500 голов. Кормление мы производим 2 раза в сутки. Это в 6 утра и в час дня. А какой рацион вы им даете сейчас этого сена? Значит, у нас кормление идет круглый год. Мы кормим монокормом. Монокорм. То есть от силос кукурузной где-то порядка 25 килограмм. 15 килограмм сенажа, и 10 килограмм комбикорма. И все это перемешивается, и круглый год один и тот же корм, то есть зимой и летом кормится у нас вот таким кормом. А сенаж какое время делаете? Сенаж мы заготавливаем где-то в июле месяце мы заготавливаем, и силос мы заготавливаем где-то
конец сентября, начало октября, уже когда уже початок созрел. Вот этот сенаж и силос вы этот нашим казбиосилом, да, обрабатываете? Да, Вот силос и сенаж мы обрабатываем, да. При заготовке силоса и сенажа применяем консерванты. Консервант именно вот с казбиосилом. Казбиосил. Вот если можем посмотреть Да, качество корма. Вот, да. Вот, Теперь да? понюхай его теперь. Да. Сочный, да, все это? Да. И он до сих пор вот как Да. сакуда стоит, да? Да. В соку стоит это одно, самое главное, оно жаман не ищёк. Еще Она не гнилое, ничего не этот вот. Поэтому качество корма очень хорошее. Есть коровники на 500 голов, по 500 голов. Карусель на 1200 дойных. Казер барым, пойдем. На жерде на летнюю, говорю, на обедишняя дойка. Малдарды бақпаймыз, круглый год, вот стойловое содержание. Видите, вот на улице под солнцем, на пастбище ничего не найдут. Надо вот, чтобы они корм кушали и молоко давали, и все. Вот здесь, видите, как прохладно же, нормально условия. Да, Прошлогодний, да. Сосын мынаны салғанда, здесь, видите, на жерде вот керамогранит. Плитка. Для чего? Потому что здесь я тоже построил немножко ошибку сделал. Все было бетон. Сосын бетон-то я долбал. Потому что сырлар вот кушают. И этот бетон прямо вылизывает, и щебень вот так вот торчит. И когда щебень торчит, оно тильдерин ранит, язык травят, ранят. И без өзіміз тоже, когда язык что-нибудь поранишь, потом же некомфортно кушать. Вот, поэтому все это долбали, потому что вот они же языком лижут вот так, чтобы когда лизали, вот именно гладко было, чтобы язык не ранить. Сосын қалған нені кормды каждое утро резиновая лопата у нас трактор выгребаем каждое утро остатки. Каждое утро выгребаем и каждый день свежий. Что пусть заезжает, раздает. Да. Остатки все кормим или бычкам на откорме, или молодняку. Она вот так ложится. Раз. И потом, задние ноги и вот так, да, на бок. Поэтому она, когда вот так на коленке раз опускается передние, если будет там бетон или еще что-то, или какое-то любое другое покрытие, как удобно ей ложиться. Если ногам будет больно, она не будет ложиться, она будет стоять, то есть она будет мучиться ходить, как туда прилечь. Поэтому ей должно быть комфортно, в первую очередь, ложиться, как ложиться. Мы когда водопровод делали, у нас даже для людей не было. Мы сначала сделали на ферму, потом туда водопровод, на поселок. И все условия сначала здесь сделали, здесь. Потому что есть такое тоже понятие и выражение. Если будут счастливы наши коровы, будем счастливы и мы. Потому что если у них будут проблемы, у нас тоже будут проблемы. У нас денег не будет. Қайрат ағана бүкіл шаруашылығыңызды комплекстарыңыз көріп жатырық, қалай малдарыңызға жемі беріліп жатыр, бұзауларыңыз қалай бөлініп жатқаны, бәрі күшті, заманауи технологиямен қалай сауып жатқанын көріп жатырық. Енді сол малдарыңыз азығын қысқа сіздеріне сенаж жасап тұрсыздар ямаларыңызға, бұл яма қанша тонна кетті, және біздің ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өндірістік микробиологияның казбиосилын уже бірнеше жыл емес, уже қанша уақыт аралығында қолданып келе жатсыз. Бізбен қалай таныстыңыз, осы біздің препараттың қандай пайдасы болып жатыр, сол жайлы айтып өтсеңіз. Енді здесь вот этот объект у нас называется склады для хранения кормов. У нас же везде название объектов. Здесь у нас находится, расположено 9 ям. 9 ям для заготовки или для хранения силоса и сенажа. Каждая яма, она вмещает в себя где-то около 5000 тонн. 5000 тонн. Или сенажа, или кукурузного силоса. Во время заготовки, уже как мы говорили,
Мы обязательно применяем консервант. И мы уже работаем с ними 12 лет. И за 12 лет у нас нареканий вообще никаких не было. Потому что если бы были бы нарекания, ну это же просто естественно, что если были бы нарекания, мы бы уже не работали как бы с этой компанией или с фирмой. Вот. Поэтому вот сегодня, когда мы были на ферме, я специально вам показывал качество корма. Этот корм, он прошлогодний, да, прошлогодней заготовки, поэтому качество вы тоже посмотрели. И мы вообще рационы вот составляем и ежемесячно тоже делаем поправки по рационам. Потому что тоже обязательно смотрим влажность корма и все остальное. И ежемесячно делаем анализы кормов, силоса, сенажа, комбикорма, сена. И именно, вот, именно по сенажу и по силосу у нас всегда вот качество у нас действительно очень-очень-очень хорошее, в принципе. Вас да. устраивает наша продукция, да? Конечно, она устраивает. И я многим своим коллегам даже рекомендую как бы именно вот эти препараты. Ну, во-первых, вот нам очень удобно то, что сейчас вот ваша компания начала делать именно вот в жидком виде. Раньше же делали только в порошковом, да. Вот иностранные тоже препараты и всякие там российские, и будем говорить белорусские, они тоже в основном производятся как бы вот в порошкообразные. Но для того, чтобы порошок потом привести в соответствие, сделать из него жидкую форму, это тоже опять же процесс, и опять же присутствует человеческий фактор. Кто как размешает, то есть холодная вода, теплая вода, какая вода, качественная вода, некачественная, жесткая, мягкая, потом какая дозировка, то есть очень много нюансов. А тут мы уже в жидком виде, в жидкой форме уже получаем препарат, который сразу заливаем в кормоуборочный комбайн и уже используем его по назначению. Ну как бы так. Вот каждая яма у нас, она подписана, вот какие культуры, вот допустим на сенаж, да, на сенаж у нас заложены какие культуры, какой объем, дата закладки. Если дату посмотреть, видите, получается в течение 5 дней 5000 тонн мы закладываем, то есть как бы. Зона, например, 5 тонн. 5 күнде 5000 тонн 5 күнде кейіп мен басқалар шаруашылықтар бар, оны айлап не істейді. Сонда сіздер қандай технологиямен, қандай немен басасыздар, трактор, бульдозер не қолданасыздар? Жоқ, енді вот перевозка у нас, мы кировцы КАМАЗы, 2 кормоуборочных комбайна работают, они очень высокопроизводительные. И трамбовку мы делаем кировцами, но трамбовку мы делаем кировцами. Кировцы с лопатами толкают. Гусеничных тракторов у нас как бы в наличии вообще нету таких, только бульдозер есть один, но он по назначению на стройке работает. Значит, кировцами, лопатами, кировцами толкаем, трамбуем. И мы работаем, допустим, с 7 утра до 11 вечера. До 11 вечера работаем, в 11 заготовка заканчивается, но трамбовка у нас идет круглые сутки. Значит, то есть, прессуете. Да, плотно обязательно прессуем. И если посмотреть, так, вот здесь свободная яма, но она немножко не свободная. Былай қарасаң, здесь чуть-чуть пол. Вот здесь вот, если посмотреть, Ереке, у нас пол получается уклон оттуда, с той стороны сюда, видите? И когда мы его трамбуем, и даже вот этот лишний сок, он весь, короче, вытекает сюда. И каждая яма у нас, видите, вот по отсекам, видите, вот яма у нас длиной 100 метров. 100 метров. И вот каждые 10 метров, видите, вот эта отсечка красная, видите, она немножко потускнела, но по 10 метров в этот. Это тоже для чего делается? Потому что вот когда, допустим, зоотехники работают, расход кормов идет, и они вот 5000 тонн, например, на 10 примерно разделить, и, допустим, там 3 отсека съели, допустим, и они уже знают, что сколько осталось. Ну, даже грубо плюс-минус, чтобы могли посчитать, условно даже, плюс-минус. А если бы даже не было этих отсеков, ну, сколько-то поели, потом, как это даже прикинуть, сколько съели, сколько осталось. Вот, ну, даже в этом отношении, как бы, вот, ну, думаем, кішкене. Қайрат ағай,
сіздерге көп рахмет. Бүкіл шаруашылығыңыз көрсетіп, уақытыңызды бөліп, бізге құрмет көрсетіп жатсыз. Сіздердің туран шаруашылықтарыңызда тек қана жақсылық, мынандай үлкен осындай проекттеріңізге одан да үлесе берсін. Бүкіл ауылға жұмыспен, жаңа бүкіл соцпакеті бар, жақсы жағдайларын жасап жатсыздар. Жұмыскерлеріміз тек қана жақсы отзывтар айтып жатыр. Бұл осы өзіңіздің өңіріңізде белгілі бір адамсыз. Осы Қазақстандағы басқа да шаруаларға осы препаратты ұсынып жатсыз. Сізге көп рахмет. Тек жақсылық болсын, ауырмаңыздар. Шаруашылықтарыңызда тек қана жақсылық пен Амин, рахмет. үлкен табыстар тілейміз.